Ну и традиционно, раз уж мы поговорили о физике, то надо вспомнить и про лирику. На неделе в Казани стартовал уже 34-й оперный Шаляпинский фестиваль. И традиционно же его программа сверхнасыщена. И, как всегда, он сопровождается полными аншлагами. Фестиваль уже давно воспроизводит на сцене не только постановки, где блистал наш земляк Федор Иванович Шаляпин, а является большой мировой палитрой классического оперного искусства. Наши корреспонденты с обзором первой недели большого оперного праздника. 8 февраля 1891 года 18-летний Шаляпин впервые исполнил небольшую роль Феррандо в опере Верди «Трубадур». Выход молодого артиста на уфимскую оперную сцену увенчался успехом, а сезон – даже его бенефисом. Спустя 125 лет «Трубадур» открыл 34-й Шаляпинский фестиваль в Казани. Премьер на этом фестивале нет, однако это постановка режиссера из США Ефима Майзеля премьера сезона. Состав солистов с сентября практически не изменился. Изменилась только Леонора. Мария Пахарь училась в Казанской консерватории и впервые выступила в театре, на все спектакли которого бегала студенткой. За ее сердце боролись солисты театров Германии Георгий Аняни и Эвез Абдулла. Как Леонора я должна выбрать тенора, но вот прекрасный баритон, который замечательно поет и играет, Эвез Абдулла. Вот. И, конечно, но по сюжету надо быть верным Манрико. Ореол загадки вокруг него. Конечно же, женское сердце было заворожено им просто. А пиковая дама на этот раз оставила свои штучки вроде грима, нарядов и декораций и старалась заворожить слушателей только музыкой. Концертное исполнение опер – не новость для Шаляпинского фестиваля. 2 года подряд казанская публика рукоплескала темнокожим исполнителям Порги и Бес Гершвина. В опере Чайковского главные партии были отданы солистам российских театров. Кстати, в роли Томского в Большом театре когда-то выступал Шаляпин. Хотите, пожалуй, я вам назову 3 карты. Баритональная партия пришлась великому басу по голосу, но не принесла большого успеха. Сегодняшнему солисту большого баритону Владимиру Морозу главный успех приносят 2 партии – Онегина и князя Елецкого в «Пиковой даме». Идеализированный образ Елецкого вот своей идеальной и благородной симметричностью, может быть, в нем чего-то как раз для Лизы и не хватает. Я не знаю, но это загадка, конечно. Хотя часто говорят, когда приходят на спектакль, говорят, мы не понимаем, что нужно Лизе. У нее есть такой Елецкий. Зачем она уходит к Герману? Фигаро тут, фигаро там. Уже на следующий день Владимир Мороз был севильским цирюльником. Переодевался, шутил, в общем, был самым смышленым парнем. Эта постановка Юрия Александрова открывала фестиваль 2 года назад, поражая необычными костюмами и сценическими решениями. А сейчас мы находимся в самом сердце театра, прямо в середине декорации к опере «Севильский цирюльник». По задумке этот белоснежный особняк – своего рода ящик Пандоры, откуда появляются все герои. С этого балкона Розина бросает записку своему возлюбленному. По этим лестницам ходят герои. Здесь все по-настоящему, кругом стилизованный интерьер. Как раз ролью в этой опере славился Федор Шаляпин. Тогда к фразе Пушкина, который советовал в минуты грусти откупорить бутылку шампанского и прочесть «Женитьбу Фигаро», добавили и посмотреть Федора Шаляпина в «Севильском цирюльнике». А в этой постановке Шаляпину петь не довелось. «Даруй нам мир» – премьера прошлой весны и вряд ли имеет аналоги. Спектакль по мессе си минор Баха поставил знаменитый Владимир Васильев. Уникальное представление татарского театра может идти и на Шаляпинском, и на Нуриевском фестивале. Здесь можно увидеть музыку. Оперное пение, балет, хор, оркестр, визуальные эффекты – все слито воедино. Шаляпин великий был актер, у которого органично сочетало все. Вот у него жест переходил в слово. Вот интересно, что когда мы видим танцовщиков или танцовщиков,
Вот мы иногда говорим, да, о, посмотрите, как у нее поют руки, как у нее поют ноги хорошо. Видите, мы же не говорим, что они танцуют, они поют. Винсент де Корт из Нидерландов – постоянный участник Шаляпинского фестиваля. Обычно спиной к зрителям, здесь дирижер поворачивается к ним лицом, стоя в самой середине сцены. Я чувствую себя центром представления. Это потрясающе. Для меня большая честь быть центром спектакля Владимира Васильева. Постановка настолько необычна. Мне никогда в жизни не приходилось участвовать в чем-то подобном. Месса Баха с таким количеством артистов – это сообщение всем странам, всем религиям. Даруй нам мир. Особую роль во всех постановках играет хор. Чего только не приходится ему делать. И петь, и танцевать, быть городом, народом, толпой или яркими персонажами. Порой сложно поверить, что это не специально обученные актеры, а хористы. Это требование времени. Мне кажется, если мы хотим быть на волне современности, вот это вот для певцов очень важно. Уметь и танцевать, и двигаться на сцене, быть актерами, конечно, быть певцами. Экватор фестиваля еще не пройден. Он продлится до 20 февраля. Его вторая неделя представит 4 спектакля – «Турандот», «Риголетто», «Аида» и традиционно 13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина, Борис Годунов. Полина Кострицкая, Шокат Ахманов, Наиль Абдуллин. Республика. Итоги недели.